В Международный день защиты детей огнеборцы Канаша провели экскурсию по 15-й пожарно-спасательной части для ребят, посещающих открывшиеся детские пришкольные лагеря, созданные в образовательных организациях города Канаша и Канашского района. В период летней оздоровительной кампании 2022 года на территории города Канаш Канашского района будет осуществлять деятельность 28 детских лагерей. Из них 25 лагерей, организованных общеобразовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 20 специализированных лагеря на базе Канашского комплекс-центра социального обслуживания населения и один загородный детский лагерь «Космонавт». Двери данных организаций откроются более чем для 200 900 детей. Экскурсия началась с инструктажа, в ходе которого пожарные напомнили детишкам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и об опасности любых игр с огнем. Не обошлось и без показа техники и оборудования, применяемых при ликвидации пожаров. Ребятам продемонстрировали подачу воды и пены от автоцистерны. Прохождение спасателями огненной полосы и теплодымокамеры. Подъем с помощью штурмовой лестницы в окно 4-го этажа учебной башни. Весит 1 килограмм. Теперь понимаете, почему профессия пожарного называется смелых и отважных? В преддверии летней оздоровительной кампании сотрудниками отдела надзора деятельности и профилактической работы по городу Канашскому району проведены обязательные профилактические визиты на всех объектах организации отдыха детей, расположенных на территории города Канаш Канашского района. В ходе обследования особое внимание уделялось состоянию систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, порядку содержания эвакуации людей и выходов, а также наличию и исправности средств пожаротушения. Стоит отметить, что вопрос организации мест отдыха детей находится на своем контроле в Главном управлении России по Чувашской республике. Дети – самое ценное, что есть в нашей жизни. Не забывайте, что каждый взрослый обязан участвовать в воспитании подрастающего поколения, прививая культуру пожаробезопасного поведения.